Завтра, 26 ноября, глава республики Егор Борисов выступит перед депутатами Госсобрания Илтумен с 6-м по счету посланием. Розалия Борисова расскажет о том, какие цели перед собой ставила республика в прошлом году, чего достигла и чего ждать в послании этого года. Ежегодное послание главы Государственному собранию Илтумен является основополагающим в определении экономического и политического курса развития республики на ближайший год. На основе этих посланий вырабатываются законы парламентариями. И вот вся республика, исполнительная власть, законодательная власть, работает над исполнением вот этих посланий. Цели и курсы развития республики определяют с долгосрочной перспективой, с ежегодными корректировками и новыми пунктами. В прошлом году основной акцент глава сделал на развитии сельского хозяйства. Не отмеченные, так скажем, конкретно в схеме 2020 направления, как в первую очередь это, конечно же, меры по развитию села, причем села именно как образа жизни, как среды обитания, первоочередно по отношению именно к КПК как отрасли экономической. Тут сдвиги есть, они констатировались уже в этом году, и как минимум они прозвучали как снижение оттока населения из села. В прошлогоднем послании прозвучали цифры. 40% активного населения должны быть в предпринимательской среде. За 2015 год в ряды ИП вступили чуть больше 4,5 тысяч человек. Всего в республике своим делом заняты 35 тысяч якутян. Еще 3 тысячи – это главы фермерских хозяйств. Чтобы приблизиться к 40%, представителей бизнеса должно стать в 6 раз больше. И государство продолжает поддерживать начинающих бизнесменов. На 2 года от налогов освободили вновь зарегистрированных предпринимателей. Есть изменения в части применения патентной системы налогообложения. То есть с 1 января 2016 года на территории Республики Саха-Якутия патенты будут действовать на территории того муниципального образования, на который выдан патент. То есть данное нововведение не касается таких видов деятельности, как грузоперевозки пассажирским транспортом, потом грузоперевозки на автомобилях и на водном транспорте. Также это не касается розничной торговли через объекты стационарной торговой сети и через объекты нестационарной торговой сети. То есть это развозная и разносная торговля. И сегодня в условиях непростой экономической и политической ситуации важно сохранить положительные результаты 2015 года и продолжить начатый путь. О том, что республика, несмотря ни на что, пойдет по намеченному социальному курсу, свидетельствует название послания этого года – через вызовы к обновлению, через стабильность к росту экономики. Розалия Борисова, Евгений Логинов, НВК Саха, Якут.